Экономика Ингушетии в последние годы продолжает радовать положительными изменениями. Значительную роль в сохранении стабильной экономической ситуации в республике сыграла реализация нацпроектов как самого мощного инструмента поддержки со стороны федерального центра. А итоги 2021-го бьют рекорд по некоторым показателям. В прошлом году дополнительные доходы бюджета составили 782 миллиона рублей. Исполнение республиканского бюджета по сбору налоговых и неналоговых доходов составило 61% от плана. Это самый большой показатель за последние 10 лет. Минэкомрегиона проведен глубокий анализ, выработаны основные направления улучшения развития субъекта. Строительство собственных источников электроэнергии, наращивание участия региона в государственных программах. У нас из-за того, что есть долговые обязательства и есть меры бюджетного принуждения к республике, вот это очень большим сдерживающим фактором влияет, потому что при выделении средств в очень многих программах мы не можем из-за закредитованности участвовать. Вот это у нас сдерживает. Но тем не менее у нас за этот период республикой проведена большая работа. Благодаря грамотным решениям и предпринимаемым действиям главы Ингушетии удалось снизить долговые обязательства республики на 44%, то есть до 6 миллиардов 600 миллионов рублей. На момент вступления Махмуда Али Калиматова в должность сумма составляла почти 12 миллиардов рублей. В ходе встречи с президентом страны Махмуд Али Калиматов сообщил, что, несмотря на удары пандемии, экономика региона стабильно развивается. Глава региона отметил, за последние 2 года удалось не только снизить долги республики, но также исполнить все социальные обязательства. Те задачи, которые вы поставили, мы к этому пошли, потому что задолженность была там 15-17 год, вот эти вот детские, там еще что-то, там, выплаты там коммунальные репрессированным, ну там все 8 категорий. И нам тогда Минфин выделил, подтвердили, и у нас ни одного рубля задолженность по социальным выплатам всех категорий. Мы закрыли это. В Ингушетии реализуются инвестиционные проекты в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Ингушетии» на 2016-2025 годы. На территории субъекта действует 5 крупных предприятий, среди которых лесоперерабатывающий завод с объемом 4800 кубометров, завод алюминиевых сплавов 7 тонн в год, 179 рабочих мест. Впервые в Ингушетии закончено формирование промышленного кластера на базе алюминиевого производства, в который входит 11 предприятий, что приведет к созданию более 1000 рабочих мест. Также у нас есть обувная фабрика. Обувная фабрика — это тоже у нас там 85 рабочих мест, и там 5000 изделий в год они выпускают. У нас есть птицекомплекс «Южный». Это у нас такой хороший проект. Он рассчитан это по выращиванию глубокой переработки мяса индейки. Там объем производства 10 250 тонн в год. На сегодняшний день запущена первая линия. Там количество созданных рабочих мест 350. Особой инвестиционной гордостью региона стала швейная фабрика в Али-Юрте. Предприятие заработало в 2020 году. Выпускает до 2 миллионов изделий в год, 250 рабочих мест. Реализовать в ближайшее время планируют еще 4 крупных инвестпроектов, которые способны оказать наиболее положительное влияние на экономику Ингушетии. Это Best Brand у нас по производству санитарно-гигиенических средств. Это у нас КСМ «Неон». Это по производству кирпича. Также у нас очистные сооружения будут запускаться. И стройкомфорт по производству строительных материалов. И мы планируем еще элеваторный комплекс мы запустить. Если у нас есть такой проект, предложение есть у нас коммерческое. Там разработать план. Лидирующие позиции Ингушетия занимает и по росту индекса сельхозпроизводства. Он составил 108,6%. Это второе место по СКФО. А по темпам роста производства продуктов животноводства республика делит первое и второе места с соседями. На такой же позиции и добыча полезных ископаемых. Она увеличилась почти в 2 раза. Также по объему строительных работ у нас тоже
увеличилось 5,6, тоже занимаем второе место по СКФО. В соответствии с поручением правительства страны региональным Минэком разработана модель экономического развития, в которой определены стратегические инициативы для преимущественных отраслей Ингушетии. Она состоит из 5 ключевых направлений. В сфере промышленности планируется создание индустриального парка Джейрах мощностью 50 тысяч тонн доломитовой муки в год и реализация проекта развития солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии. В сфере агропромышленного комплекса и переработки запланировано 13 проектов с инвестициями в размере почти 12,5 миллиарда рублей. Там, значит, определены также прорывные проекты, которые объем составляет 12 миллиардов рублей, и которые создадут рабочие места, на 1700 рабочих мест у нас рассчитано. Также у нас есть, сейчас идет проект агрокомплекс Сунджа, он на 22 гектара, это в сельскохозяйственном производстве, он рассчитан на 10 тысяч тонн в год. Всего в модель экономического развития региона включено 17 промышленных проектов. Их реализация позволит создать до 3500 новых рабочих мест. В республике также планируется реализация 8 туристических проектов, в том числе развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Арамхи». В целом, туризм сфера Ингушетии способна принимать ежегодно свыше 460 человек. Это более 600 миллионов рублей доходов ежегодно. В Минэке также отметили, что есть ряд проблем, сдерживающих развитие экономики региона. Это значит слабая инфраструктура, это значит у нас очистные объекты электроснабжения, энергии у нас не хватает, отсутствие кредитных учреждений. Например, если крупный проект, у нас здесь на нашей территории только расположены филиалы. Это нужно им ехать за пределы республики, вот где-то кредитоваться. Также власти региона особое внимание обращают и на снижение теневой занятости и уровня безработицы. С этой целью намерены создать промышленный парк «Магаз», что обеспечит больше 1000 рабочих мест. Будут организованы постановка предпринимателей на учет в налоговых органах и сбыт продукции личных подсобных хозяйств. Сейчас министерство проводит большой объем работы по легализации бизнеса совместно с налоговой и судебными приставами. Высокая теневая занятость у нас, в принципе, это большая проблема, она составляет почти 30%, и это получается почти 1/3. Так, сокращение теневой занятости у нас, которое повлияет, это если увеличение поступления налогов, это значит у нас уже снижение задолженности будет. В этом направлении тоже проводится большая работа. Минэк региона продолжает работу и по поиску инвесторов. В Ингушетии до сих пор есть простаивающие предприятия, среди которых стекольный завод, гиперпресс, картонажно-керамзитовые заводы. Для инвесторов готовы создать благоприятные условия, предусмотрены льготы, а в сложившейся обстановке вводят дополнительные послабления. Некоторые действующие предприятия столкнулись со временными сложностями, но к кризису и остановке производства они не приведут, отметила Тумгоева. В республике создан штаб по устойчивому развитию экономики в условиях санкций. Разработана специальная программа, в которую включены все мероприятия по оказанию помощи бизнесу. Проводятся консультации, создан чат, «Оно мой бизнес» тоже проводит консультации в этих условиях санкционного давления, делают консультации, как лучше вести бизнес. Есть, там делается мониторинг всех отраслей министерства, еженедельно отчитывается, делаем сводный, каждый представляет предложение нам, пути улучшения, каким образом, если есть даже предусмотреть льготы на период вот этих санкций, чтобы вот этот бизнес у нас оставался на плаву. Также в 2021-м делегация из Ингушетии во главе с Махмудом Али Калиматовым приняла участие в 24-м международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Важнейшим событием стало подписание 8 крупных соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной сферах. В республике открылись новые магазины сети «Магнит». Документ о стратегическом сотрудничестве Махмуд Али Калиматов подписал и с президентом правления Сбербанка с целью развития в республике новых цифровых технологий в рамках национального проекта «Цифровая экономика и автоматизированных систем». Диана Дударова, Мухаммад Белакиев. Новости 24.